Досым, Салим, Калайсын. Вот мы и снова увиделись. Сейчас я научу тебя разделять слова на мягкие и твердые. Дальше нам это поможет правильно присоединять окончания. Это очень легко. Смотри, чтобы определить, какое слово твердое, а какое мягкое, нужно запомнить гласные звуки. Да-да, всего лишь нужно запомнить гласные звуки. Гласные звуки А, О, О, У являются твердыми, точнее звучат твердо, как твердый орех или корт. Люблю корт. К примеру, домбыра, карандаш, ошак, каскар. А гласные звуки л, и, е, являются мягкими, то есть звучат мягко, как мягкий баурсах или зефир. К примеру, дептер, әже, мектеп, кілек. Запомнил? Если в слоге есть такие звуки, как А, О, О, У, значит это какое слово? Правильно, твердое. А если в слове есть мягкие звуки, как в, и, значит слово является какое? Конечно, мягкое. Вот и все. А теперь небольшое задание. Давай определим, какое слово твердое или мягкое. Ахмед, давай я тоже попробую. Мяу. Давай, Пушок, начнем с простого. Слово «она» твердое или мягкое? В слове есть А, значит оно твердое. Жарайсон. А слово «быпе»? То и е. Это мягкие звуки. Значит слово мягкое. Мяу. Керемет, Пушок, ты быстро учишься. А ты, Досым, тоже попробовал? Получилось? Вот тебе еще несколько слов. Скажи своему учителю, они твердые или мягкие. Мяу. Агаш, гель, кельн, тау, кабинет, вот, созгощ. Жарайсон, Досым, уверен, у тебя получилось, и ты без труда будешь пользоваться этим правилом. Учить казахский легко и интересно, особенно вместе с нами. Мяу. Пиши нам в школу Казлайн. Досым, если тебе нравится казахский язык с нами, и ты хочешь говорить уверенно, давай и дальше учить его вместе. Да, Мур, приходи учить казахский язык в школу Казлайн. В Казлайн ты научишься говорить на казахском в реальной жизни, понимать речь и использовать язык каждый день. А я буду ждать тебя на каждом уроке. Обещаю хорошее настроение и интересные занятия. Мяу. Чтобы узнать о курсе подробнее, загляни в описание. Ждем тебя в школе Казлайн.